Сегодня у президента Чечни большой политический, административный и боевой опыт. И у меня два вопроса. Скажите, как вы считаете, что должны сделать вы, как президент республики, чтобы на территории Чечни не готовились террористические акты? И что должны сделать мы, представители муниципальной власти, силовых структур, чтобы из Чечни к нам не смогли прибывать террористы? Во-первых, нигде не доказано, что эти теракты готовятся в Чечне. Это не вопрос. Первое. Второе, что я должен сделать? Я должен защищать свой народ, которым мне доверили свою судьбу. Я буду это делать. И буду защищать их права и со стороны федералов, и со стороны... Мы спрашиваем вас конкретно, почему Россия, вся Россия помогает сегодня Чечне? По 2003 году 2 миллиарда 250 миллионов рублей было вложено, не считая военных расходов, в Чеченскую республику. Почему вы работаете неэффективно? Поэтому отвечайте, господин президент, на конкретные вопросы и не пытайтесь шельмовать ваших оппонентов. Вы давайте ведите нормально, не указывайте, отвечать или не отвечать. Я могу и отвечать, и не отвечать. А то, что вы призывали, не призывали, тут есть две аудитории. Есть, которые, значит, поддерживают чеченцев, скажем так, и Чеченскую республику. Есть, которые, значит, настроены прямо против чеченцев. Чеченский след, чеченский терроризм, как можно говорить 40%? Вообще люди не понимают этого. Что первый террорист в мире чеченец, что ли, был? Или впервые взорвался чеченец с поясом смерти, который вы называете пояс шахида? Вы, наоборот, оскорбляете шахидов, которые... Это шахид, которого имя Аллаха отдал свою жизнь. А это смерть, это преступники. Первое. Второе. Если говорить там о деньгах и использовать этих денег, для этого у нас органов, ой-ой-ой, достаточно. Почему-то за 3,5 года никого не посадили, что там было расхищение, а вот высказывали очень много. Все, кому не лень, говорят, вот черная дыра в Чечне, вот там Кадыров не справляется, вот надо генерал-губернатора. Пробовали генерал-губернаторами, пробовали, были Ермоловы, были всякие. Уважаемый Рогозин не знает, федеральная целевая программа, где он говорит, эти 2 миллиарда, в этом году там 3,5 миллиарда, проходят через федеральную казенную предприятие, которое называется дирекция, и которое подчиняется Госстрою России Кошману сегодня. Человек назначается здесь, деньги проходят через него, заказчики, министры здесь. Поэтому я говорю, если мы полноценный субъект, отдайте нам восстановление, отдайте нам нефть, чтобы мы его реализовывали. Не Роснефть, что продавала нефть нашу, а что 100% государственная компания была в Чеченской республике. Потом вот спросите, у кого, где эти деньги. А вы тут Кадыров 2 миллиарда.